Здравствуйте, мы находимся в Чувашском государственном университете на факультете информатики и вычислительной техники. О перспективных направлениях в работе одного из самых интересных факультетов нам расскажет декан Анна Владимировна Щипцова. Здравствуйте. Здравствуйте. Специалисты IT-отрасли сегодня востребованы как никогда. Мы живем в эпоху цифровой трансформации экономики. И, естественно, любая отрасль сейчас нуждается в IT-специалистах. Мы насчитываем ежедневно более 400 вакансий в области IT только по Чебоксарам. При этом с зарплатой до 150 тысяч. Какие профессии и специальности можно получить на вашем факультете? Образовательные программы нашего факультета охватывают практически все сферы IT. Мы готовим выпускников по 4 уровням образования. У нас есть программы бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. В 2022 году мы планируем реализовать 15 образовательных программ по всем этим уровням. И государственное задание в 2022 году предполагает 306 бюджетных мест на обучение по программам нашего факультета. Значит, цифры бюджета, которые нам выделены государством, я думаю, подтверждают, во-первых, востребованность IT-специалистов в России. Ну и, во-вторых, что немаловажно заметить, подтверждают качество выпускников, которые готовит Чувашский государственный университет. Потому что мы ежегодно наблюдаем увеличение контрольных цифр приема на бюджет. Значит, наибольшая численность наших обучающихся – это обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета. Всех наших ребят в университете мы между собой называем программистами, потому что все ребята, которые обучаются по нашим образовательным программам, целый год на первом курсе изучают программирование. А также у нас есть ряд таких базовых предметов, которые необходимы айтишнику. Это такие предметы, как базы данных, проектирование информационных систем, это веб-программирование, это устройство ЭВМ. Есть такие предметы, которые изучаются всеми ребятами. С 3-го курса на каждой программе появляются свои специальные профильные предметы, отражающие специфику той или иной программы. Наши программы магистратуры тоже весьма разноплановые. Вот весной этого года мы заключили очень важный для нас договор о сетевом взаимодействии с Ульяновским государственным техническим университетом и будем реализовывать совместно новую образовательную программу в области искусственного интеллекта. Программа называется «Искусственный интеллект и бизнес-аналитика». И на эту программу тоже выделены бюджетные места, и поэтому мы надеемся, что на эту программу мы наберем в этом году наиболее заинтересованных абитуриентов. Есть ли у вас такая взаимная связь с работодателями? Ну, безусловно, мы являемся постоянным гостем заседаний нашего IT-кластера Чувашской Республики. Также поддерживаем связь и с предприятиями IT-отрасли, и организациями, и предприятиями, которые заинтересованы в наших специалистах, такие крупные предприятия, как ЧИАС, ЭКРО, Ролематика, Элара. То есть мы постоянно на связи. У нас заключены договоры о сотрудничестве, в том числе договоры практической подготовки. Мы провели очень масштабные мероприятия, которые назвали «Навигатор летней практики», на котором собрали более 200 человек наших студентов 3-го курса, познакомили их наши работодатели, наши гости со своими предложениями. Вот откликнулись на наш навигатор 15 предприятий. То есть они уже готовы взять ваших студентов? Да, готовы. Мы запросили у них, проанализировали, какое же количество вакансий в качестве стажеров и практикантов у них есть. Значит, насчитали 110. То есть это только 15 предприятий, которые пришли.
но предприятий гораздо больше. Есть ребята, которые находят удаленную практику, практику за пределами Чувашии, и поэтому все наши ребята действительно могут пройти практическую подготовку на базе профильной организации или профильного подразделения. Мы активно сотрудничаем с вендорами и компаниями, чья деятельность лежит в сфере информационной безопасности, поскольку это наша очень тоже востребованная образовательная программа. Мы сотрудничаем с ведущей компанией России, отечественной Astra Linux, которая разрабатывает защищенные операционные системы. Они предоставили нам целый пакет своего обеспечения программного. Мало того, сертифицируют бесплатно наших студентов. Это 30% студентов, обучающихся по направлению подготовки и специальности информационной безопасности, прошли сертификацию в этой компании. Один студент даже удостоился ежемесячной стипендии на полгода в размере 15 тысяч от этой российской компании. Дальше в марте мы заключили тоже очень значимое для нас соглашение с компанией 1С. Мы сейчас при помощи крупнейшей франчайзинговой компании Чувашии оформляем межфакультетскую базовую лабораторию 1С, и наши преподаватели и студенты будут иметь доступ к бесплатным учебно-методическим материалам, программному обеспечению и точно также смогут пройти сертификацию на знание платформы и продуктов 1С. Мы стараемся в рамках программы импортозамещения сейчас активно переходить на отечественное программное обеспечение. Это, конечно, отечественные операционные системы, это открытое программное обеспечение, плюс инструментарий разработки информационных систем именно тоже на отечественных таких платформах. Что касается материальной базы, то да, факультет отлично оснащен. У нас 11 компьютерных классов, в том числе 2 мобильных у нас класса. У нас очень большой парк ноутбуков. То есть любой студент может взять ноутбук на занятия. На базе мобильных классов мы разворачиваем лаборатории, например, лабораторию дополненной виртуальной реальности, лаборатории сетей, можем проектировать сети на базе этих классов. У нас есть 2 специализированных лаборатории для обучающихся по информационной безопасности, в том числе лаборатории технических средств защиты информации. Тоже актуальное оборудование, которое применяется конкретно уже на практике. То есть мы стараемся все-таки приближать наше образование к задачам, которые востребованы. Что хотелось бы еще, новую форму, какое сотрудничество отметить с работодателями? Мы 10% бюджетных мест готовы отдать целевикам. И нужно отметить, что наши партнеры, работодатели, весьма интересные предложения в договорах о целевой подготовке выставляют. Это стипендия от 4 до 15 тысяч рублей. Поэтому мы ждем целевиков, тем более, что целевики у нас поступают нулевой волной. Что еще оказывает влияние на качество подготовки? Конечно, это творческая, проектная, научная деятельность студентов. И когда мы проводим наши студенческие мероприятия научные, мы замечаем, что очень большое количество проектов наших студентов, инициативных проектов, связано с применением искусственного интеллекта. Ребята решают задачи по распознаванию образов, в области машинного обучения задачи решают. И буквально недавно произошло событие, наши ребята получили грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего инициативного проекта в области искусственного интеллекта. Анна Владимировна, а как все-таки стать студентом вашего факультета? Для того, чтобы стать студентом нашего факультета, выпускникам школ нужно в приемную комиссию факультета принести результаты ЕГЭ. Обязательно русский язык, обязательно результат ЕГЭ по профильной математике. И с этого года результаты ЕГЭ по 3 дисциплинам по выбору. Это физика, информатика и химия. Хочу заметить, что химию на нашем факультете не изучают, но все-таки ЕГЭ мы принимаем. Что касается выпускников колледжей и техникумов, то в этом году тоже изменились правила приема. Они не сдают ни физику,
ни математику. Они должны будут сдать экзамен или собеседование по русскому языку, в зависимости от того, хотят они поступить на бюджет или на платной основе. А далее им предлагается 2 экзамена профильных, междисциплинарных, которые соответствуют профилю выбранной ими образовательной программы. Ну вот, например, если они хотят поступить на образовательную программу «Прикладная информатика», информатизация предприятий и организаций, то их ожидает профильный экзамен «Основы проектирования информационных систем». Хотелось бы заметить, что в прошлом году у нас пороговое значение баллов по 3 ЕГЭ было 180. И мы очень гордимся, что у нас на факультете в прошлом году 40% первокурсников имели баллы свыше 220 по результатам 3 ЕГЭ. Хочу отметить, что высокобальников, участников, победителей и призеров Олимпиад на нашем факультете ждут дополнительные стипендии. Это стипендии, утвержденные ученым советом университета, от 10 до 4 тысяч, а также стипендии, которые утверждены указами президента и правительства Российской Федерации, потому что все наши направления подготовки относятся к приоритетным направлениям развития и модернизации российской экономики. В заключение хочу обратиться к выпускникам школ. Хочу уверить, что в Чувашии можно получить достойное образование, качественное в области информатики, вычислительной техники и жить в комфортных условиях в прекрасном, красивом городе. Большое спасибо за интересную беседу. Будем ждать новых интересных выпускников и их интересных проектов. Спасибо.